Коммунистический режим Китая начал массовые произвольные задержания в Восточном Туркестане с конца 2016 года, отправив миллионы уйгуров и представителей других тюркских этнических групп в концентрационные лагеря и тюрьмы. По сообщению корреспондента радио «Свободная Азия», в 2017 году были разрушены 6 из 8 мечетей в селе Мазар Кульджинского района Восточного Туркестана. В 2017 году из 70 членов правления мечети к лишению свободы были приговорены около 50 человек, в том числе имамы, проповедники, муэдзины и законные представители. Согласно отчету сельской полиции, женщины в возрасте до 50 лет будут задержаны на 24 часа, если будет обнаружено, что они хоть раз носили хиджаб. Ребенок уйгурский турок заявил, что отправит все сэкономленные деньги тем, кто находится в зоне землетрясения. Видео, разошедшееся по соцсетям, набрало множество лайков. Предпринимаются усилия, чтобы залечить раны катастрофы века, которая затронула 10 провинций Турции и непосредственно более 13,5 миллионов человек. Помощь продолжает направляться в регион со всей Турции и всего мира. Мальчик, уйгурский турок, покорил сердца, заявив, что отправит все деньги из своей копилки в зону землетрясения. Через неделю после того, как Соединенные Штаты сбили в своем воздушном пространстве китайский аэростат, было объявлено, что еще один американский истребитель сбил неопознанный аппарат в Канаде. В пятницу США объявили об уничтожении объекта, пролетавшего над Аляской. В заявлении Белого дома говорилось, что сбрасывание третьего объекта было одобрено президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо из-за соображений безопасности. Премьер-министр Канады добавил, что канадские силы соберут и проанализируют обломки объекта. Правительство Японии сообщило, что китайское военно-морское наблюдательное судно вошло в южные территориальные воды Японии. Наблюдательный корабль ВМФ покинул этот район после предупреждений. Японское правительство по дипломатическим каналам выразило китайскому правительству обеспокоенность в связи с указанным нарушением. О попытках шпионажа со стороны Китая предупредила внутренняя разведка Германии, которая оценила ситуацию после появления воздушных шаров, якобы принадлежащих Китаю и объявленных как шпионские Соединенными Штатами Америки. Томас Хальденван, глава Федерального управления по защите Конституции, ответственный за внутреннюю разведку, сказал, что он обеспокоен ростом попыток китайского шпионажа в Германии. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган принял эмира Катара шейха Тамима бин Хамеда Аль-Сани, прибывшего в Турцию из-за землетрясений в Кахраман-Мараше, которые называют катастрофой века. Эмир Катара шейх Тамим стал первым лидером, посетившим Турцию после землетрясения. В то же время министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выступил в Хатае с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, который также прибыл в Турцию после землетрясений в Кахраман-Мараше.